Горка. Моего друга зовут Семен. Он живет далеко на севере. Ему 6 лет. Я тоже жил рядом с ним. Он мой сосед. Как я с ним познакомился? Это было забавно. На севере, когда наступает пурга, наоборот, мы очень радуемся. Дедушка Мороз сдувает весь снег в одно место, и получается большая горка. Как раз такая горка и была между нашими домами. Но сначала я расскажу об бескрайней тундре. У нас лето короткое, а зима длинная. Зимой очень красиво. Уйдем в белоснежные сказки. Наступает длинная популярная ночь. Днем темно и ночью. Бывает, поднимешь голову, а там много-много звездочек. Ну как леденцы рассветные. Возьми, попробуй. А красавица луна указывает нам дорогу вместо фонаря. Далеко-далеко стоят стада северных гордых оленей. Вместе с оленями ищут корм хозяюшки тундры куропаточки. А рядом то там, то тут прыгают и прячутся белые комочки, маленькие зайчики. Еще самое удивительное украшение тундры — это северное сияние. Оно трещит, шумит, сверкает разными огнями. Просто загляденье. Глаз не отвести. Однажды после пурги, когда намело много снега, я поднимался на горку, а в это время, оказывается, с другой стороны тоже поднимался на горку мой сосед. И мы как столкнулись лбами. Сначала подумал, может, медведь. Медведь зимой спит в своей теплой берлоге. Может, щенок? Нет. Я тихонько открыл глаза, и он тоже. Передо мной стоял маленький снежный веселый человечек. И это и был Семен. И так и нас познакомила наша горка. И мы этому очень рады. Мы вместе каждый день ходили в наш любимый садик, играли, катались на горке, а с неба нам улыбалась красавица луна. Дедушка Мороз управлял нашу горку
а северное сияние сияло нам вслед. Вот с тех пор мы и дружим.